Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. 1 октября этого года на совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина обсуждалась предстоящая продажа государственных активов. Глава страны отметил, что государство должно сохранить за собой контроль над стратегически важными предприятиями. Почему это так важно? Или еще раз о компании «Алроса». Наш сегодняшний выпуск. Обсуждение вопросов, связанных с необходимостью приватизации госактивов, и даже полемику по этому поводу я вообще считаю необходимыми, поскольку вопросы эти о будущем нашей страны и уже сейчас находятся в государственной повестке дня. Все зависит от позиции собственника. Не надо примеривать на государство, вы примеряете просто на себя. Вы собственник актива. Что вами движет, когда вы продаете актив? Что вы хотите? В зависимости от цели, которая вами движет. Цель должна оправдывать средства. Все. Поэтому тут все зависит от собственника. Что он хочет добиться? Если нужны средства, это одна ситуация. Если он хочет реализовать акции для того, чтобы их вложить в компанию, это другое. Продолжение интервью с президентом акционерной компании «Алроса» Андреем Жарковым смотрите во второй части нашей программы. Я же сейчас хочу сказать, что, как правило, целью продажи активов является смена одного собственника на другого, более эффективного. Однако акционерная компания «Алроса» сегодня одна из самых устойчивых в Российской Федерации. И разговоры вокруг продажи части федерального пакета, в чем нет ничего страшного, идут с точки зрения возможности возмещения выпадающих доходов бюджета. И только. Как сказал на упомянутом уже совещании Владимир Путин, принципиально важно, чтобы государство четко понимало, что и кому продает, и какие последствия это будет иметь для развития целых отраслей и всей экономики. Ну, здесь несколько аспектов. Во-первых, акционерная компания «Алроса», она остается для нас бюджетообразующей. Соответственно, влияние на экономику республики очень сильное. Кроме того, есть социальный аспект, поскольку где-то порядка, вот если с коэффициентом семейственности, у нас 50-55 тысяч населения республики, они связаны с этой компанией. И немаловажный эффект, наверное, или немаловажное значение имеет то, что компания, она же ведь является на сегодня мирового уровня алмазодобывающей компанией, поэтому здесь и геополитический аспект. Итак, блок-пакет в любом случае должен сохраниться в госсобственности за Российской Федерацией и Республикой. Мы-то исходим не из того, что акционерное соглашение регламентирует продажу. Мы исходим из того, что как раз-таки акционерное соглашение между двумя крупными акционерами, Российской Федерацией и Республикой Саха, определяет, что государство сохраняет контрольный пакет акций в государственной собственности. И этот вопрос, он у нас не должен обсуждаться до 2018 года. Существующее акционерное соглашение в данном случае не мешает продаже до 18,9% федеральной части пакета. А что касается 8%, принадлежащих 8 муниципальным образованиям, они защищены законом республики. Вопрос, конечно же, он действительно актуальный. Сколько ни говори, все равно спрашивают. И на сегодня можно сказать о том, что у нас закон республики об управлении распоряжением акциями «Алроса», он подразумевает проведение, осуществление единой государственной политики в отношении акций, находящихся в собственности республики, и акций, находящихся в собственности муниципальных образований. Поэтому, поскольку политика Республики Саха-Якутия заключается в сохранении 25% и 8% соответственно, то ни мы, ни муниципальное образование вопрос, соответственно, о приватизации данных акций не поднимает. Я как глава одного из районов 8 алмазной провинции, я, например, против продажи своей акции. Так что я думаю, что
мои коллеги тоже поддержат, такая же у них будет позиция, и позиция республики тоже будет твердая. Я надеюсь, что те акции, которые сейчас мы имеем, должны оставить у себя. На сегодня у нас муниципальное образование, вот, например, по результатам 2014 года, они получили чуть больше 100 миллионов каждый. Там 100 с копейками. Каждое муниципальное образование, то есть всего у нас их 8 же акционеров. Если, например, сравнить с тем, что где-то в 2008-2009 это были совершенно как бы такие размеры дивидендов, они были меньше 10 миллионов рублей, то после открытия компании, соответственно, у нас результаты получились очень даже неплохие. В виде дивидендов сейчас у нас направляются на строительство социальных объектов. Я вот привел пример, например, по строительству канализационных очистных сооружений. И мы нынче приобрели по дивидендам, за счет дивидендов 13 водочистных сооружений, которые будут сегодня, в 2016 году уже введены в эксплуатацию. Так что население будет уже, скажем, потреблять уже чистую воду. Это основа основ, скажем. Совладелец группы «Ренова» Виктор Виксельберг заявил об интересе к покупке части пакета акций компании «Алроса». Цитата по Интерфаксу. Вопрос, какой пакет будет продаваться, на каких условиях, как будет выглядеть ситуация в компании с точки зрения среднесрочных перспектив. Конец цитаты. Среднесрочные перспективы, как и вообще стабильность компании, очень интересовали и меня, когда мне повезло взять интервью у президента акционерной компании «Алроса» Андрея Жаркова. Сложности не у компании, сложности в целом на рынке. Компания как раз, имея достаточно хорошо поставленную бытовую политику, компания как раз все эти сложности преодолевает и проходит в таком абсолютно штатном режиме. Но, естественно, существует определенное давление со стороны просто макроэкономических факторов, в том числе на алмазный и бриллиантовый рынок. Поэтому это вполне естественно, и компания предпринимает все возможные усилия для того, чтобы эти последствия сгладить. В том числе мы ведем гибкую бытовую политику, работаем со своими клиентами, работаем с точки зрения всех усилий, которые мы можем предпринимать для поддержания стабильности на рынке в виде цен и спроса. Поэтому результаты, они говорят, прошлый год мы завершили, мы финансово устойчивы. Пусть мы не достигли плановых показателей по чистой прибыли и выручке, но тем не менее показатели устойчивости компании более чем хорошие. На сайте компании в разделе «Стратегические приоритеты группы «Алроса» значится устойчивый рост производства с 34 миллионов карат в 2012 году до 41 миллиона карат в 2019 году позволит группе сохранить достигнутый успех. Вопрос возник сам собой. Действительно ли компания намерена даже в период снижения спроса не снижать объемы добычи? И речь идет о том, что существует стратегия группы, одобренная и принятая наблюдательным советом. Эта стратегия, как вы правильно сказали, подразумевает поступательный рост и выход на определенный объем добычи алмазного сырья. Это позволяет группе сохранять лидирующие позиции на именно алмазном рынке, я имею в виду как алмазодобывающая компания. Но, естественно, если мы увидим, что конъюнктура рынка меняется, естественно, стратегия может быть пересмотрена. Почему? Потому что, вряд ли... это не догма. Да, это не догма, и все меняется в этом мире, к сожалению. Сейчас, наверное, знаете, один из постулатов – это постоянная, то есть возможность к постоянному изменению, постоянному совершенствованию, изменению. Это один из важных постулатов, поэтому я думаю, что стратегия может быть пересмотрена в случае, если действительно мы увидим, что существуют структурные изменения на рынке, то есть что рынок меняется. «Алроса» – социально ответственная компания. Тем более было интересно, как строятся отношения ее президента с руководством республики. Руководство республики – акционер компании.
назначение руководителя в такой компании – это компромиссное решение между акционерами, иначе такое назначение не может состояться. Поэтому в любом случае при моем назначении уже изначально было предопределено выстраивание таких отношений. Ну, естественно, эти отношения с нашими акционерами будут странны, если менеджмент компании не будет иметь выстроенных отношений с акционерами. Все же, если вернуться к продаже части федерального пакета, какой вариант приватизации предусмотрен? Продажа ли акций в виде публичного размещения или, например, продажа крупных пакетов отдельным инвесторам в ходе аукциона? Я не рассматриваю вопрос о реализации. То есть я уже могу дальше в случае постановки такой задачи проводить там переговоры с консультантами для того, чтобы организовать публичное размещение. И если есть какие-то другие задачи поставлены, я буду их выполнять. То есть, ну, тут в данном случае это вопрос больше не к моей компетенции относится. Это решение, которое принимает правительство и президент. Поэтому, то есть это решение, которое принимает акционер. Вот. Как я понимаю, что вопрос, будет ли это публичное размещение или продажа иным другим способом, этот вопрос будет также рассматриваться вместе с величиной пакета акций. Писатель должен много писать, но не должен спешить, любил повторять Антон Павлович Чехов. Государство, как главный акционер компании «Алроса», также не должно, по-моему, спешить в принятии ответственных и важных решений, касающихся компании. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.